Премьер правительства Владимир Сластенин представил коллективу Министерства энергетики и ЖКХ Ингушетии нового руководителя ведомства. На пост министра указом главы республики назначен Умар Султыгов. Владимир Сластенин отметил, что новый министр имеет большой опыт работы в ведомстве и в мэрии столицы. Ему оказано большое доверие и предстоит возглавить министерство, которое отвечает за решение самых актуальных вопросов региона – ЖКХ. Премьер пожелал удачи руководителю на новом месте и успехов в работе. Это ведомство, министерство создано совершенно недавно. До недавних времен ее вообще не было, и занимались поэтому этими проблемами, так скажем, спустя рукава. Потом создали ведомство, Умар Шакирович возглавлял тоже его. Сейчас он прошел большую школу работы в подразделениях наших мэрии, хозяйственных структур, имеет большой опыт, богатый. Поэтому глава республики его назначил, чтобы сейчас развить то, что у нас есть. Всегда была проблема с водой. Вчера подписываю документ Новаку. За прошлый год 2200 порывов аварий, представляете? Но все равно этот эксперимент, в котором мы находимся в 3 республиках, даже при том, что мы не совсем выполняем поставленные цели, там надо определенное время достичь, сначала 49%, потом 63%, сейчас 81%. Мы все равно идем, у нас очень много за этих денег сделано ремонтных работ. Учимся. Поэтому, наверное, первая задача ваша — это сейчас добрать коллектив. Я знаю, что очень много вакансий. Распределить обязанности правильно. Ну и все вещи, которые связаны с жителями, чтобы у нас как много лет назад было глава Дайхи, и все привыкли, глава как будто уходит, там краны открывает. Нет, там на местах все организуется. Заставится работу наших, как я их называю, водяных, наш водоканал, чтобы они и собирали, и ремонтировали вовремя. Ну и надо сказать, наверное, самое большое, что мы все-таки вошли в эту программу, это организации работы водозабора под руслом реки Цунжа. Мы уже в этом году первые средства получаем, то есть на 3 года вперед эта программа там порядка 7 миллиардов. Там и труб километров 140, что ли, и работ, и все-таки мы надеемся, что 2 года, да, еще терпеть придется людям, но мы дадим полный год. Поэтому успехов.